Ассаламу алейкум и витаю вас, друзья. Сегодня 8 декабря 2022 года, у меня снова новости, а вы пока подпишитесь. Террорист и бандит Владимир Путин заявил вчера, Россия не будет применять первое ядерное оружие, поскольку рассматривает его в качестве средств защиты. Также террорист добавил, мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие, эти средства у нас есть, они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны на сегодняшний день. Это очевидный факт. Снова соврал террорист Путин и попытался запугать. Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Наверное, террорист Путин забыл, как его пропагандоны обещали превратить в радиоактивные, грозились превратить Америку в радиоактивный пепел и утопить в океане Великобританию, применив то самое ядерное оружие, которым сейчас он вроде бы не собирается применять. И сегодня у нас после этого заявления тут в Германии прошло тестирование воздушной тревоги. Выли сирены, на телефоны начали приходить уведомления, сообщая нам, что проходит тестирование той самой воздушной тревоги. Русский медведь-людоед у порога, которому нужно вырвать клыки и когти, лишить его ядерного оружия и распустить эту тюрьму народов и дать свободу всем народам, которые захотят этой свободы, которые незаконно удерживаются фашистской Россией. В частности, речь идет о Чеченской республике Ичкерия. С этим же может быть связано то, что сейчас подготавливается оборона Москвы. Террорист Гиркин, который отозван обратно в Москву для того, чтобы начать оборону Москвы. В это же время Украина сообщает о взятии под контроль выходов на Кинбургскую косу. Коса является последним участком территории Николаевской области, оккупированной российской бандармией. Военная операция по освобождению Кинбургской косы продолжается. Стоит заметить, что выход на Кинбургскую косу это перерезает поставки вооружения бандармии оккупантов, находящихся на территории Украины. И еще одна для меня очень важная, хорошая новость. Мы много лет, народ, который пережил геноцид, много лет обращались к мировому сообществу, призывали признать действия фашистской России на территории Чеченской республики Ичкерия геноцидом. И вот Комитет по международным отношениям Сената США в среду, 7 декабря, принял резолюцию, которая признает действия России против Украины геноцидом украинского народа. Документ осуждает Российскую Федерацию за совершение актов геноцида против народа Украины в ходе военного вторжения в эту страну. Призывают также США и их союзников продолжать поддержку правительства Украины и проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях. Ранее парламенты ряда стран в связи с российским военным вторжением в Украину объявили Россию спонсором терроризма либо террористическим режимом. Аналогичную резолюцию одобрил и Европейский парламент. В Конгресс США уже неоднократно вносились похожие документы, но ни один из них еще не был принят. Также можно наблюдать, что в разных странах готовятся трибуналы по тем преступлениям, которые совершила фашистская Россия в Украине. Конечно же, вместе с Украиной эти же люди совершили против Чеченской республики Ичкерия эти же преступления, которые сейчас совершают против Украины. И, конечно же, вместе с судом над преступниками за преступления в Украине будет суд над
преступлениями, совершенными ими же в Чеченской Республике Ичкерия. Осталось немного, друзья. Все будет отлично. Не переживайте. Слава Украине и Ичкерии. Господи, благослови Америку.